Я продолжаю писать карту дня на 4 апреля. Это вторая часть. Здесь мы с вами смотрим следующие 6 знаков зодиака от весов до рыбок. Если вам нужны первые 6 знаков, Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, вам нужна первая часть этого видео. Как вам ее найти? Под этим видео, да, если вы прокрутите вниз, там есть ссылочка. Так и написано, ссылка на первую часть. Да, нажимаете и заходите. А также есть на канале. Да, то есть можно зайти на канал «Мой Таро дома», и там видео будут идти в обратном порядке. Это видео будет одно из первых, вы тоже его увидите. Так, а я смотрю дальше события для весов. Весы. Весы. Первый мешочек с деньгами выпадает. Это какое-то событие, связанное с деньгами. Да, то есть трата, перевод, покупка. Мешок может что угодно показывать. Исполнение желания. Возможно, вот нужно будет потратиться, да, на исполнение какого-то желания. Или для кого-то исполнение желания, да, наоборот, к вам придет мешок с деньгами, понимаете? Так тоже может быть. Подарок. Вы можете подарок получить. Или подарить, кстати. Ну, если исполнение желания, наверное, скорее всего, получить. Якорь. Якорь – это когда вы проводите где-то много времени в одном месте. Да, то есть вот вы где-то фиксируетесь и находитесь постоянно в этом месте. Или еще якорь – это поставить точку, закончить что-то, доделать какие-то дела. Может и так проигрываться. Так, смотрим периметр. Яблоко нельзя, да, то есть я не могу сюда положить эту карту, мне ее нужно положить вниз. А тут у меня зафиксировано, я не могу ее повернуть. Нет совпадений. Значит, получается, первое у вас мешок с деньгами, событие, связанное с деньгами, потом исполняется желание, подарок. И якорь, фиксация где-то в одном месте. Вы проведете много времени. Я думаю, все-таки в вашем случае якорь – это фиксация. Может быть, на каком-то мероприятии. Да, то есть вы будете проводить время. У вас тут про работу вообще ничего. Да, то есть все только подарки, исполнение желания. Такой вот день нерабочий какой-то. Благодарю вас за внимание. Перехожу к скорпионам. Так, скорпионы. 4 апреля, понедельник. События для скорпионов. Покажите мне, пожалуйста. Время. Первое, что выпадает. Будильник. Нужно быть осторожными со временем в понедельник. Скользкое дело какое-то. Тоже предупреждение. Нерешенное дело. Вот смотрите, может быть, есть какое-то нерешенное дело, давно не получается решить.
да, появится возможность каким-то хитрым обманным методом, да, скажем так, решить. Но тут вот лучше не соглашаться, потому что можно только хуже сделать. Прибыль. Ну, хоть что-то приятное. Ожидание. Видите, время ожидания. То есть придется ждать. Ну и в конце выпадает солнышко. Прекрасно, да? Хорошее настроение. Наверное, все тут получится, да? Вы разберетесь со всеми этими историями. Письмо нельзя. Угу, здесь нет. Получается, ага, вот еще есть неприятность, пропустила. Неприятность. Ну, неприятность, это понятно, да, вот идет сразу рыба следующая. Получается, обязательно следить за временем в этот день, да, какая-то проблема может быть со временем. Ну и вот подсказывает корабль, что будет какое-то ожидание, да, возможно, придется ждать. Время может тянуться, допустим, долго. Неприятность. Неприятность какая? Обман. Да, то есть предложение, может быть, как-то ускорить процесс, да, вот есть нерешенный, либо решить какой-то вопрос, который вы не можете решить, но это предложение, от него нужно будет отказываться, потому что там какая-то схема, понимаете, то есть вас пытаются обмануть, типа делают вид, как будто пытаются помочь, но на самом деле это обман. Поэтому нужно вот как-то быть очень осторожными. Также из плюсов прибыль в этот день. И в конце дня, видите, выпадает последнее событие, отличное настроение. Да, то есть я думаю, что вы со всем этим разберетесь, и к вечеру вот настроение улучшается. Так что, скорпиончики, нужно быть осторожными в понедельник. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к стрельцам. Стрельцы. Смотрим. 4 апреля. Понедельник. События для стрельцов. Покажите мне. Время выпадает, нужно следить вам за временем, тем более первое выпадает событие, возможно, это прям с утра. Свидание. Ожидание. Траты уже нельзя, потому что ожидание выпало. Решится какое-то дело. Может быть очень сильные переживания, колодец глубокий, глубокая печаль. Ну, скорее всего, это, наверное, будет связано со временем. Да, то есть время, ожидания, может быть, да, вот не нравится вам ждать, и поэтому печаль. Колебания, сомнения даже будут. Ну да, это вот колебания, сомнения. Дождусь, не дождусь.
Так, смотрите, получается, у вас сколько тут? 6 событий. Первое. Время. Нужно следить за временем обязательно в этот день. Свидание может быть. Ожидание. Решение вопросов. Колебания, сомнения. И очень сильные переживания. Да, глубокая печаль – это когда очень сильно нас что-то трогает. До глубины души. Нам больно, обидно, неприятно. Поэтому как бы вроде тут никаких плохих событий не выпало. Я не знаю, что вас там так прям тронет. То ли это ожидание. В общем, непонятно. Но могут быть какие-то очень глубокие переживания еще в этот день. Да, то есть надо быть к этому готовыми. Благодарю вас за внимание. Все вам показала. Перехожу теперь к козерожкам. Смотрим, козероги. 4 апреля. Понедельник. События для козерогов. Покажите мне, пожалуйста. Нерешенное дело. Какой-то вопрос, может быть, который давно долго тянется, никак вы не можете с ним разобраться. Интимная связь. Корона. Это встреча с представителем власти закона. Да, возможно, вот для решения этого вопроса. Время. Может быть, даже будет на определенное время назначено. Хорошие новости. Свидание. Застолье. Ну, это свидание, скорее всего, где-то будет. Да, ресторан, кафе, дома, какой-нибудь романтический ужин. Так. Дорога еще есть. Поедете на свидание. Значит, точно не дома. Куда-то будете ехать. Слезы нельзя. Нет, нет, нет. Смотрите, что получается. Точно все прекрасно в личной жизни. Да? Тут свидание, интимная связь, может быть, даже дорога на свидание, застолье. Тоже, скорее всего, это связано со свиданием. Затем показывает, есть нерешенный вопрос, который, возможно, вы попытаетесь решить с помощью какого-то очень важного человека в короне. Да, представителя, то есть будет встреча с представителем закона власти, скорее всего, на определенное время, да, будет к нему, может быть, назначено. И еще также есть хорошие новости. Может быть, даже этот человек вам, да, расскажет эти хорошие новости о том, что этот вопрос как-то будет решаться. И еще есть пустые разговоры, колокольчик. Пустые разговоры – это, скорее всего, вот на свидании. Да, на свидании, застолье, да, где вы сидите, болтаете, разговариваете, рассказываете там какие-то новости последние. Так что вот такой у вас интересный день получается. Понедельник. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к водолеям. Смотрим, водолеи.
Водолей, 4 апреля, понедельник. Первое, что у вас выпадает, друг. Общение, встреча с другом, подружкой, разговор, переписка. То есть, ну, какой-то будет контакт. Очень сильные переживания могут быть в этот день. Может быть, да, например, там друг расскажет какую-то историю печальную. Получение будет в этот день документа, справки, бумаги, посылки. Ну, ключевое значение – это получение. Конфликт, вот из-за чего печаль. Конфликт, 2 меча, выяснение отношений. Видите, рядышком ложатся. Очень может быть даже, что и с другом. Да, вот они тут как бы в кучке, можно сказать. Пустые разговоры. Свидание. Ну, это пустые разговоры на свидании. Угу. Так, смотрите, значит, получается общение с другом, потом происходит какой-то конфликт, не могу сказать, да, то есть у кого-то, может быть, и с другом, у кого-то это уже будет другая история, но точно будет выяснение отношений, конфликт. И вас это очень сильно расстроит, да, то есть глубокая печаль – это когда вот трогает до глубины души, этот конфликт трогает. А затем идет получение новости, не знаю, посылки, какого-то документа, что-то вы получаете, свидание и пустые разговоры. Да, то есть окончание дня, конечно, тут уже, видите, как бы повеселее, поромантичней, но вот, скорее всего, это будет где-то середина дня, да, может произойти конфликт. Причем очень-очень серьезный. Так что, Водолей, смотрите. Да, если не хотите ни с кем ругаться, не хотите впадать вот в это состояние глубокой печали, старайтесь уходить тогда да, если вы видите, что уже назревает, так сказать, скандал, лучше уходить, чтобы потом не ходить в этом состоянии грусти и тоски полдня. Благодарю за внимание, перехожу к рыбкам. Смотрим, рыбки, 4 апреля. 4 апреля. Понедельник, события дня для рыбок. Покажите мне. Так, рыбочки, первое – конфликт. Еще может показывать, смотрите, если был конфликт до этого, допустим, да, вот накануне был конфликт, мечи еще иногда показывают месть, да, что мы как-то пытаемся человеку отомстить. Появляется такая возможность, допустим, отомстить, сделать какую-нибудь гадость. Так, любовь в личной жизни, тут все прекрасно.
обман. Кстати, может быть, вот из-за обмана, да, причина. Обман, конфликт. Проверяем теперь, что по периметру. Горизонтали нет, вертикали. Дорога. Может быть, поездка. Здесь нет. И тайное свидание. Видите, выпадает какая-то тайная встреча. Обман. Обман, тайная встреча. То ли вас обманут, да, то есть в тайне от вас какая-то будет встреча, может быть, из этого будет конфликт. Либо вы, как вариант, пойдете на какую-то тайную встречу, обманете, да, то есть обман может быть и с вашей стороны, обманете, да, то есть и человек узнает, и будет конфликт, понимаете, может быть и одна сторона, и другая сторона, может и так быть. Возможно, даже поездка, да, какая-то вот в тайне нужно будет куда-то поехать. В общем, смотрите, что получается. Но это точно, вот, получается, не связано с личной жизнью. Вот что самое интересное, да. То есть здесь показывает, что в личной жизни как раз любовь. Любовь. Непонятно тогда, что это за тайная встреча, от кого вы там прячетесь, непонятно мне. Ну, в общем, смотрите, я думаю, вам будет, наверное, понятней. Выпадает в личной жизни все хорошо, выпадает какая-то поездка, у вас будет конфликт в этот день, будет обман и какая-то тайная встреча. Как уже это все вот соединить в какую-то картинку, да, вы уже для себя поймете лучше, потому что у каждого свои истории, вам будет понятнее. В общем, вот такие события, да, то есть такой детективчик у вас какой-то получается в понедельник. Благодарю вас за внимание и жду вас на своих новых видео.